Цифры запустила портал о льготной ипотеке для IT-специалистов. Якутские ученые разрабатывают информационную систему спутникового мониторинга лесных пожаров. А в приложении 2GIS будет доступна карта местности Усть-Хатын. Вы смотрите новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Минцифры запустила портал о льготной ипотеке для IT-специалистов. О новом ресурсе сообщается в телеграм-канале ведомства. Напомним, ранее Кабмин утвердил параметры льготной ипотечной программы для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. До 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей. На новом портале сотрудник IT-компании сможет узнать, входит ли организация в перечень предприятий, которые отвечают условиям льготной ипотеки. Поиск, поясняют в Минцифры, работает по названию компании ИНН. В настоящий момент в программе участвуют более 50 кредитных организаций. Между тем, около 6 тысяч IT-специалистов уже оформили льготную ипотеку. Банки выдали более 160 жилищных кредитов. С момента ее запуска поступило более 7,5 тысяч заявок от сотрудников IT-компаний. Наибольшую активность наблюдают в Санкт-Петербурге, Москве и Свердловской области. IT-технологии активно применяют в медицине. Например, врачи детской республиканской клинической больницы в Казани уже используют современные гаджеты для пользы маленьких пациентов. Они надевают им VR-очки, чтобы малыши отвлекались от неприятных ощущений во время процедур. Дети играют и смотрят мультики, пока врачи проводят перевязку. Больница приобрела VR-очки, чтобы идти в ногу со временем и помогать детям справиться со страхом перед медицинскими процедурами. Легче работать с детьми, медперсоналу, легче делать медицинские манипуляции, перевязки, но самое главное, легче детям преодолеть и психологически барьер, страх перевязок, страх медицинских манипуляций легче преодолеть. И болевой синдром, вот все в совокупности. VR-очки предоставляют разные варианты развлечений. Игры для пациентов постарше и мультики для тех, кто помладше. Ну, прикольно. Там роботы летающие, по ним надо стрелять. И, очень прикольно. Перед процедурой врачи спрашивают, чего хотелось бы ребенку – посмотреть мультфильм или поиграть, и дети выбирают сами. Врачи всегда находятся в контакте с ребенком и при необходимости дополняют эффект от VR-очков разговором. Чтобы отвлечь маленького пациента в момент болевого синдрома, медики задают детям вопросы о сюжете мультфильма, и малыши сразу переключаются с физических ощущений на визуальные. Детям такое нововведение пришлось по душе. Многие заходят в кабинет врача с интересом. До того, как мне делали привязку без очков, было как-то неприятно, даже больно чуть-чуть. А когда появились очки, отвлекает и стало даже приятно. Родители тоже отмечают, что с VR-очками действительно стало проще проходить медицинские процедуры. Дети отвлекаются и испытывают меньше стресса. Готовились пока к операции, эти анализы, вот сейчас эти перевязки. Ребенок уже в шоке, он даже при виде уже врачей в таком каком-то в стопоре. А вот это вообще отличная вещь. Перенесемся в северную столицу. В Санкт-Петербурге школьники научили робота исполнять народную музыку на балалайке. Команда юных разработчиков Университета информационных технологий, механики и оптики продемонстрировала свое изобретение. Железный Генри создавался для участия в конкурсе RoboCup Russia Open 2022, на котором ребята заняли первое место в старшей группе в номинации «Соревнования шоу» с роботами RCG On Stage. Робот создавался для участия в соревнованиях RoboCup. Это выступление роботов на сцене, выступление вместе с человеком. Мы уже не первый раз принимаем участие в этих соревнованиях. Это уже 4-й наш такой робот. Данный робот отличается от тех, что были раньше, тем, что здесь мы сделали ему полноценные ноги, он может ходить. И инструмент изменился, у него теперь балалайка. И ребятам удалось научить его играть на балалайке хорошо.
Капитан команды Дмитрий Ковалько рассказал, что на данный момент робот умеет играть 3 композиции, 2 из которых он исполнил на конкурсе. «Каприз номер 24» Никколо Паганини и «Калинку-малинку». А подтанцовкой служили 2 роботизированные матрешки. Мы довольно долго работали над ногами, потому что запрограммировать ходьбу на них довольно сложно. И на это ушло несколько месяцев нашей работы. И над игрой на балалайкой мы тоже довольно долго работали, потому что там приходилось несколько раз переделывать конструкции качалок, зажимающих лады на балалайке, и конструкцию, держащую гриф балалайки, статично. Робот играет определенные мелодии, я же играю второй голос. Очень часто многие популярные мелодии именно переложены для 2 инструментов. И в народных это вообще очень часто используется. Руководитель лаборатории робототехники ИТМО Игорь Лосицкий отметил, что Генри стал 4-м роботом-музыкантом, созданным командой университета. В мастерской уже поселились инопланетянин Селдон с укулеле, кукла-флейтистка Эльза и французский мим Роберт с концертиной. Сразу мы не можем придумать робота, не получается, мы его постепенно развиваем. Вот нам понравился один элемент, понравился другой, мы их совместили, обнаружили, например, что вместо лица у него может быть экран компьютера и при этом выразительные глаза. И это обнаружили, и это используем. Вот. И балалайка, например, появилась не сразу. Сначала мы хотели другой инструмент, но потом, когда нам в руки попала балалайка, мы поняли, что это очень-очень интересный инструмент с большим количеством возможностей. Теперь разработчики стремятся создать из своих изобретений музыкальный робоквартет, научить их импровизировать и устраивать полноценные концерты. Якутские ученые разрабатывают информационную систему спутникового мониторинга лесных пожаров. Она позволит оперативно, автоматически получать и обрабатывать данные различных спутников лесопожарного мониторинга и отображать полученные результаты в виде многослойной интерактивной карты. Первая станция по приему данных с метеорологических спутников была установлена в Якутии еще в конце 90-х годов и стала одной из первых в России. Уже тогда Якутский институт космофизики передавал авиалесоохране космоснимки с обнаруженными очагами пожаров. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, и сегодня ученые могут получать снимки с космоса очень высокого разрешения. Мы используем данные дистанционного зондирования, это спутниковые данные. В настоящее время на околоземной орбите находится большое количество спутников, которые обеспечивают лесопожарный мониторинг. Несмотря на то, что спутники эти не только российские, но и других зарубежных стран, данные находятся в свободном доступе. Их используют ученые Института космофизики. При этом новая программа, которую они сейчас разрабатывают, показывает не только текущие данные о пожарах, но и другую, не менее важную информацию. У нас есть информация, например, о текущей пожароопасности и прогнозных значениях на неделю, да? То есть можно посмотреть, какие территории, например, в течение недели будут относиться к территориям с повышенной пожароопасностью. Помимо этого у нас есть метеорологические параметры, которые имеют важное значение при борьбе, например, с пожарами. Да? Это прежде всего, например, скорость и направление ветра, вообще общая температура, осадки, влажность воздуха, то есть всю эту информацию можно визуализировать. Параллельно ученые изучают изменения растительного покрова в местах пожаров, а используя личную базу данных многолетнего изучения различных местностей, вывели картину лесных пожаров в Сибири в условиях глобального потепления. Мы увидели, что в целом общая пожароопасность повышается. Более того, наметились тенденции, что более раннего начала, поскольку в некоторые регионы Якутии, например, весна стала приходить раньше, причем заметно раньше. Данные со спутника помогают изучать и экологию на месте природных пожаров. К примеру, выделение метана, который еще больше нагревает атмосферу. У нас после пожаров остаются гари, которые начинают продуцировать метан. Получается, что у нас после пожаров идет оттаивание вечной мерзлоты, а в вечной мерзлоте у нас хранится очень много углерода, который начинает превращаться
в углекислый газ и в метан. Все эти данные ученые изучают по спутниковым снимкам. Кстати, информация о пожарах, которые постоянно обновляются, находится в абсолютно свободном доступе на сайте института. Воспользоваться ими могут не только профильные организации, но и физические лица. Более 500 человек подтвердили участие во вторых международных интеллектуальных играх в Якутске. Это юные исследователи, педагоги, ученые, эксперты из Якутии, регионов России и зарубежных стран. Очно-заочный этап интеллектуальных игр пройдет с 30 июня по 10 июля. В этом году в качестве нововведения для учащихся 5, 6, 7 классов подготовили образовательную программу. Командам предложат посредством IT-технологий изучить темы, связанные с исследованием окружающей среды, экологические проблемы. А в целом вторые международные интеллектуальные игры состоят из 3 ключевых мероприятий. Международные исследовательские школы по STEAM-проектам, школьные научные конференции и конкурса Science Fair и традиционные олимпиады Туймада по математике, физике, химии и информатике. Совсем скоро якутян ждет главный праздник лета – Эсех Туймады. Так вот, в приложении 2GIS будет доступна карта местности Усть-Хатын, где пройдут основные праздничные мероприятия. Карта будет доступна для пользователей в офлайн-режиме. На ней обозначены главные места событий праздника, расписание и все сервисные локации. Каким будет Эсех Туймады, скажем, через 55 лет. Графический дизайнер феоктист Алексеев представил в сети свою новую работу. Предлагаю прогуляться по улицам Якутска 2077 года и погрузиться в атмосферу киберпанка. На видео город в ожидании главного национального праздника. Дорогие жители города Якутск, приглашаем вас на праздник Эсех, который пройдет 25 июня 2077 года в Усть-Хатын. Это были новости IT. Спасибо за внимание. Увидимся на канале Якутия 24.